получим удовольствие. Я как-то абсолютно в этом убеждена. Очень рада приветствовать всех нас. И хочу сказать, что мы собрались здесь, потому что у нас сегодня заключительное мероприятие совместной недели складов комиссии «Академический хор» и общее фортепиано. Планировалось это мероприятие несколько раньше, в День театра, но я думаю, что 1 апреля это тоже вполне подходящая дата для того, чтобы понять себе немножко настроение. И как-то мне кажется, вот по результатам этой работы я понимаю, что наш отдел общего фортепиано нужно называть отделом всеобщего фортепиано. Потому что то количество, ну не буду говорить препятствий, да, но то количество сочувствия, эмпатии и помощи, которое мы получили от всех коллег, от педагогов колледжа, от нашей замечательной учебной части Светланы Владимировны Викентьевны, просто отдельная благодарность вам за помощь и за возможность сделать то, что мы иначе бы не сделали. Я считаю, что ту работу, которую сделали ребята, это, в общем-то, ну что-то нечто сравни чуду, потому что по всем законам жанра этого случиться не должно. И сегодня мы приглашаем вас в нашу творческую мастерскую. И та форма работы, которая у нас в итоге получилась, это, конечно, абсолютно импровизационная, где-то даже, возможно, авантюрная. Но следующая моя благодарность будет адресована участникам этого процесса. Я хочу сказать об этом сейчас на берегу. Потому что, ребята, то, что вы сделали, ваша вовлеченность, ваша энергия, ваше вдохновение, ваше терпение, я знаю, сколько сложностей каждый из вас сейчас преодолел для того, чтобы это сделать. Оно просто говорит о том, что вы здесь, на своем месте, что вы музыканты. Это критерий любви к музыке, это критерий того, что вы в этой профессии не случайно, и я желаю вам большого творческого пути. И огромное вам спасибо просто сразу. Можно мы сразу? Хочу сказать одну максимум, которую используют в театральных кругах. И звучит она примерно так. Качество артиста напрямую зависит от качества зрителя. Поэтому ваша поддержка, ваши аплодисменты, ваши эмоции – это то, что сделает наш спектакль лучше. И я хочу пригласить вас сегодня в сказку. И мне даже кажется, что наша сказка уже начинается. Я тебе говорю, что в 21 веке сказок просто не бывает. Давай вот у зала спросим. Давай. Ребята, ну скажите, что сейчас в современности просто не бывает сказок. Конечно, вот, бывает. Пожалуйста. Конечно, бывает. Я не услышу, я ничего не услышу. Не бывает сказок. А давай по-своему. Ну давай. Не бывает в наши дни чудес на свете. Все, кто не верит, не сам. Нет Кощея, это знают даже дети. Значит, сказку нет пути. Сказка не сказка, сказка будет впереди. Луковая нет на карте, значит, сказку нет пути. Послушай, со мной происходят странные вещи, как будто эта шляпа, она волшебная. Со мной? Она мне рассказывает какую-то историю. Ты же фея! Точно, Дима, а ты
Подожди, она мне рассказывает какую-то сказку. А давай ее посмотрим и послушаем. Давай. Я и тебе, и всем нашим зрителям покажу вам сказку, которая называется «Огниво». Итак, сцена первая. Поляна у старого дуба. А вот и он, наш герой. Идет солдат по дороге. Раз, два, раз, два. С этим у меня все хорошо. Мелких нет, а больших вообще никогда не видел. Тогда полезай в духо этого старого дерева, я обвяжу тебя веревкой и достану тех, кто живешь. Так зачем я туда полезу? Ну как зачем? За деньгами. А в дупле 3 сундука.
обратно. А огниво взял? Огниво. А, точно. Да, взял. Тащи. Фух. Наконец-то. Огниво давай. А зачем? Не скажу, получил свое, давай мое. Ну, а все-таки зачем? Не скажу. Ну, раз не скажешь. Нет, да. Отдавай мне огниво. Догони-ка попробуй. Сцена вторая. Городской трактир. Разбогател наш солдат. Жил он теперь весело. Ходил на прогулку в Королевский сад, выезжал в театры и много денег раздавал беднякам. И правильно делал, ведь он знал, каково это жить без гроша в кармане. Эй, молодец, честной народ, всех угостить я рад. Пусть каждый доволь ест и пьет, ты золото солдат. Пусть каждый доволь ест и пьет, ты золото солдат. Я цену голода узнал, платил я без гроша. Трактирщик ожидал, пока богатая душа. Трактирщик каждому бока, богатая душа. Эй, солдат, а самого главного ты понять и купить за свои деньги ты не можешь. Чего это я не могу? Ну как же, дочь нашего короля, а ведь она такая красавица. Да? А как бы ее повидать? Да никак. Потому что было предсказание, потому что было предсказание, что выйдет она замуж лишь за простого солдата, а нашему королю это не по вкусу. За поднимаем устура, друзья, вива! Как он учителен, простый золото солдат! Как он учителен, простый золото солдат! Я угощаю, я плачу, нет денег много. Друзья, кто мне даст монет, я не забуду. Друзья, кто в долг не даст монет? Води с ним дружбу, смысла нет, пустой он человек. Води с ним дружбу, смысла нет, пустой человек. Сцена третья. В королевском замке. А тем временем в замке тосковала прекрасная принцесса. Ах, как я несчастна! Я лишь во сне вижу своего возлюбленного. Скучно в замке снова, все сидеть под замком, лишь на звезды и снова глядеть вечером.
приехали знатные гости. Князь Богемский с сестрой и русский трубадур.
знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Птицы перестали, свет звезд коснутся крыш. В час грусти и печали ты голос Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Сделай же, наконец, выбор. Никого я не хочу. Я люблю лишь своего солдата. Ах так? Тогда утроить охрану. Сцена 4. В каморке у солдата. А солдат, истратив все деньги, жил в крохотной каморке, и никто из прежних друзей к нему не наведывался. Вот денег у меня нет. Все до копейки потратил. Хотя и сам бы весь сидел сам, и людей не забыл. Но все же, для чего же все-таки хочется увидеть принцессу? Трубку выкурить, что ли? Что думаешь? Все! Мило-то, оказывается, волшебные. Приведите ко мне принцессу. Счастье
Идите, немедленно возвращайтесь домой. Нет, я люблю своего принца. Вернитесь домой, дочь моя! Солдата схватить и на рассвете казнить. Сцена 5. Городская площадь. На утро народ узнал, что солдата будут казнить, и поспешил на место казни. Оля, а может мы туда не пойдем? Вот еще. Все будет хорошо. Хоть сегодня воскресенье, на плечи несет топор, приведу я в исполнение королевский приговор. Мы оделись как на праздник, но у нас не выходной. Мы отслуживаем казни по плате по двойной. Эх! Мне не очень-то охота людям головы рубить, но работа есть работа, без работы мне не жить. Мы оделись как на праздник, но у нас не выходной. Мы отслуживаем казни по плате по двойной. Эй! Ваше Величество, разрешите перед смертью выкурить трубку? Курить вредно, молодой человек. Нет, ну почему? Пускай выкурит. Нет, не давайте, Да, не давайте. время. Тогда меняйте на себя. Ну-ка, помогите мне. Не хочу, чтобы меня казнили. Солдатик, не веди казнить.
уважение к своему труду, я думаю, что у нас получилось бы совсем не так. Поэтому, Евгений Владимирович, огромное спасибо. Знаете, мы бываем артистами, и далеко не всегда у нас есть возможность идеально выучить и идеально быть готовыми к тому, чтобы выйти на сцену. И чаще всего во взрослой рабочей жизни, ну, очень часто бывает так, что мы понимаем, что мы никогда не